Жак Фат, Франция, 80-х. Это самые редкие и, соответственно, дорогие духи в ее коллекции. Елена Климова собирает ароматы, сколько себя помнит, и, пожалуй, мало кто знает о них столько, сколько она. Одними из любимых духов советского поколения женщин были вот эти 3 аромата. Помпон, вот он в 2 вариациях у меня, Шанс и Ноктюрн. Вот он, Ноктюрн. Это духи знаменитого парфюмера, главного носа СССР Аллы Бельфер. Пожалуйста, Ромео и Джульетта, ленинградские духи. Да. А вот эти вот синие коробочки, это что такое? Огни Москвы, московские духи, духи с одеколоном. Огни Москвы, Кремль, Красная Москва. Кто-то называет их бабушкиными ароматами, безвкусицей, а кто верхом советской парфюмерии. Говорит Елена, в ее коллекции эти ароматы на особом месте. Ведь и сейчас есть те, кто предпочитает их современному парфюму. В советское время женщины душились понемножечку. По праздникам, по большим, понемножечку. Все хранили в шкафчиках закрытых. Что-то покупает, что-то обменивает и находит в интернете. Страсть к духам и изящным флаконам уже в крови. Как говорит Елена, у каждого аромата свои почитатели. И нередко они готовы выложить и сотни тысяч за раритет. Вы не поверите, люди, которые когда-то в те года имели этот аромат и носили его тогда, они его покупают также сейчас не просто для коллекции, чтобы он там стоял там в шкафчике, а именно для носки. Советские безумно популярные рижские Динтерсы и, безусловно, фавориты французов. В ее коллекции около 3000 флаконов. И, конечно же, это не предел. Любовь к духам и запахам такова, что даже то, что уже не производят, почитатели воссоздают у дорогих парфюмеров. Ведь давно известно, что иногда именно запахи духов могут вернуть нас в тот или иной памятный день. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.